16 ноября состоялось расширенное заседание Политсовета партии Амцахара с участием представителей блока оппозиционных сил, общественных организаций и депутатов парламента. Обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране. Участники заседания приняли заявление, в котором оценивают ситуацию как, цитата, «резко ухудшающаяся в результате углубления социально-экономического кризиса». Конец цитаты. В заявлении Политсовета Амцахара также отмечается, что общество сотрясают скандалы по вопросам абхазо-российского взаимодействия по линии обороны и Министерств внутренних дел. С просьбой прокомментировать заявление Политсовета оппозиционной партии мы обратились к руководителям министерств и ведомств, структур, отвечающих в том числе и за общественно-политическую ситуацию в Абхазии. Первое, что я бы хотел сказать, меня это вообще удивило. Это заявление по одной простой причине. После Политсовета представители Амцахара были у меня, мой первый зам и я, мы с ними встречались. У нас очень такой теплый, товарищеский обмен мнениями состоялся. А потом вечером мы видим вот такое заявление, которое меня просто удивило. Первое, что у нас никаких напряженных взаимоотношений между МВД Абхазии и МВД Российской Федерации нет. У нас теплые товарищеские отношения, у нас есть договор о пограничной дружбе, у нас на стадии завершения подписания договора по ИКЦ. Вот. Так что никакого напряжения это нет. Откуда это вообще взято? Я недавно пришел с парламента, и по Минобороне никакого ничего сотрясающего нету. Там тоже очень много договоров подписывается, и последний договор о создании совместной группировки. Я хочу заявить одно. Вот. Кто бы что ни говорил. Вы сами это видите, насколько прозрачна наша работа. Наша пресс-служба буквально все дает. Все, что мы делаем, как это нам удается делать. У нас очень много проблем, у нас очень много недостатков. Но вот так огульно обвинять правоохранительную систему, мы можем так доиграться, что, потеряв правоохранительную систему, мы потеряем государственность свою. Это основа нашей государственности. К этому надо очень аккуратненько и спокойно относиться. Понимаешь, политические баталии, они должны в пределах допустимых норм проводиться, а вот не так на грани фола, истерики и все остальное. Я многих ребят знаю, дружу, общаюсь с этими ребятами. Они даже многие порой не знают, что такие заявления выходят там. Есть определенный круг людей, которые там готовят эти вот такие заявления. Но они, вот я даже не знаю, где же найти, вот где это правда, где это вот давайте фактами говорить. Хочется же фактами, мы маленькая страна, народ, знаете, здесь всем все известно. Но тем более в Абхазии сегодня так широко развитый интернет и все остальное. Ничего не скроешь, по большому счету. А как хотелось бы, чтобы мы еще лучше работали. Кто больше меня этого хочет? Но пока наши возможности таковы. Надеемся, что дальше должно быть еще лучше. По мнению оппозиции, увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений – ДТП. Тем временем, согласно заявлению Политсовета партии Амцахара, власти сосредоточены на преследовании политических оппонентов. Меня другое удивляет, что все это преподносится, что сейчас криминогенная ситуация в стране так тяжелая, там, острая, это как его убийства, преступления и тому подобное. Для этого есть, в конце концов, вот есть сухие цифры, ты уже никуда. Убийства, разбои, похищение людей и все остальное. Все вот так взять, просто давайте так, далеко, чтобы не идти. Вот убийство. В 2010 году было 48, в 2011 34, в 2012 34, в 2013 27, в 2014 15, в 2015 17. В этом году 18. Что, цифры говорят, да, что насколько это все упало. Пойдем по другим. То же самое с 2010 года. Возьмем похищение людей. В 2010 году 7 человек, в 2011 году 3 человека, в 2012 году 11 человек, в 2013 году 11 человек, в 2014 9, в 2015 6, в этом 4. Да, любое похищение человека – это тоже тяжкое преступление. Говорит о том, что там что-то захлестнуло, тоже нельзя. Разбой. Возьмем с 2010 года, вот так, то же самое. 99 разбоев в 2010 году, в 2011 72,
в 2012 88, в 2013 50, в 2014 40, в 2015 45, в этом году 22 раза более. Говорить о каком-то перехлесте тоже не приходится. Так что такие вещи делать нельзя. Такие заявления тоже делать нельзя. Если мы говорим о том, что кого-то мы задержали незаконно, давайте называть фамилию, давайте, что он совершил, смотреть, и потом говорить. А то так вот, знаешь, по политическим мотивам, те люди, которые совершили или совершают преступления, они органами правопорядка будут преследоваться. Оппозиция убеждена, что властями планируется возбуждение уголовного дела против члена Политсовета Амцахара, ветерана Отечественной войны народа Абхазии Корсантия по статье о незаконном хранении оружия. Политсовет и участники заседания уверены, что это связано исключительно с политическим преследованием оппонентов. Прокуратура Республики Абхазия, Генеральная прокуратура, не является политическим органом. И мы никого преследовать не собираемся по политическим мотивам. Поэтому мы работаем по факту, нами дано такое право законом. Мы не политики, мы занимаемся расследованием уголовных дел. Не имеет значения, он председатель политической партии или простой гражданин. Все уголовные дела расследуются в рамках закона. И никакого нарушения у нас здесь нет. Касалось уголовного дела Корсантия, я бы хотел тоже пару слов сказать, что тут не планируется возбуждение уголовного дела. Тут оно уже возбуждено. Уголовное дело уже 12 дней тому назад. По статье 217, часть 1, это незаконное хранение огнестрельных оружий. Там есть 5-6 единиц нарезного незаконного огнестрельного оружия, которые мы нашли подтверждение в ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварчия Кана Валерьевича. Данное уголовное дело нашло подтверждение в ходе производства и расследования уголовного дела. Нам было необходимо совершить как его следственные действия по факту обыска у него дома, потому что нами устанавливается причастность этих лиц к совершению данного теракта. В настоящее время Корсантия не находится. Где находится, мы не знаем, его местонахождение нами неизвестно, не установлено, и поэтому в ближайшее время в отношении него будут приняты меры процессуального принуждения. Хотелось бы еще сказать, что по факту расследования данного преступления племянник Корсантия, который подозревается, которому предъявлено обвинение в покушении на жизнь Кварчия, был задержан на территории Гальского района при попытке перехода на территорию Грузии с целью скрыть следы преступления. Поэтому я бы это хотел заявить официально. Это подтверждается материалами уголовного дела, и поэтому мы будем расследовать данное преступление в рамках закона. Еще раз хочу сказать, что никакой политики в этом уголовном деле нет. По мнению Амцахара, начался процесс политической расправы над представителями оппозиции, который выражается якобы в аресте граждан, разделяющих оппозиционные идеи, незаконном содержании их под арестом. Зря нагнетается обстановка, ни один человек по политическим мотивам не задержан. Все задержанные, которые находятся в органах государственной безопасности, задержаны согласно закону, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. На них есть данные, что эти люди причастны к тому или иному преступлению. За 2 с лишним года ситуация по кражам людей значительно уменьшилась, потому что в 2014 году это имело вообще катастрофические масштабы, когда у нас похищение людей, это и статистика есть, с целью получения выкупа, большое количество людей похищалось, были проведены определенные мероприятия. К сожалению, при проведении мероприятия погибли наш офицер и офицер пограничного управления ФСБ России, и удалось это прекратить. Да, сейчас есть факт похищения людей, но ведется работа.
Члены Политсовета партии Амцахара убеждены, что идет процесс стремительного обнищания граждан, а экономическая и внешнеполитическая деятельность властей, по их мнению, провальная. Вместе с тем, касаясь вопросов внешнеполитической деятельности республики, министр иностранных дел Даурковы отметил, что сегодня отношения Абхазии с другими государствами динамично развиваются. Я очень внимательно ознакомился с теми суждениями и высказываниями, которые были озвучены на заседании Политсовета политической партии Амцахара, в частности, где говорится о провальной внешней политике властей. В этой связи мне действительно хотелось бы задать вопрос, в чем выражается провал во внешней политике? Ведь сегодня доподлинно известно всем, что реализация внешнеполитического курса страны – это кропотливая, каждодневная, тяжелая работа, которая направлена на достижение тех задач, которые стоят перед внешнеполитическим ведомством страны. В частности, вопросы широкого международного признания нашей республики, вопросы, связанные с формированием имиджа на международной арене нашей республики, вопросы, связанные с правами и свободами наших граждан, отстаивание их за пределами нашими республиками и большой комплекс многих других вопросов. Когда наши оппоненты говорят о том, что сегодня отношения между Абхазией и Россией претерпевают какие-то сложные времена, но, наверное, показательным в этом плане был и недавний мой рабочий визит в Российскую Федерацию на встречу с министром иностранных дел по приглашению российской стороны. Ведь здесь тоже необходимо отметить тот факт, что недавно назначенный министр, буквально в течение месяца, российская сторона организовывает приглашение для того, чтобы с министром иностранных дел проговорить весь тот комплекс вопросов, которые сегодня стоят на нашей двусторонней повестке. Это тоже говорит о том, что сегодня и Российская Федерация, и Республика Абхазия, мы заинтересованы в реализации тех двухсторонних контактов, тех отношений, которые у нас сегодня есть. Поэтому мы сегодня продолжаем развивать отношения с теми странами, которые нас признали. Хочу сказать, что сегодня мы прорабатываем очень тщательно вопросы возможности признания Абхазии другими странами. И на самом деле это не слова, это та работа, которая ведется. К большому сожалению, может быть, не всегда есть возможность говорить обо всем, но я просто хочу заверить о том, что эта работа на самом деле ведется. Поэтому, когда слышишь заявление о несостоятельности внешней политики, все-таки напрашивается мнение, что, наверное, это заявление, оно больше эмоционально, которое под собой не имеет никаких аргументов и, к большому сожалению, направлено на то, чтобы создать некий негативный фон в нашем обществе, фон, направленный на дискредитацию действия нынешних действующих властей. Комментируя утверждение членов политической партии о том, что в Абхазии углубляется социально-экономический кризис, министр экономики Адгур Ардзымба назвал его весьма эмоциональным. Экономику нашей страны нельзя назвать сильно развитой. Действительно, уровень жизни наших граждан пока еще остается низким, а в некоторых случаях и крайне низким. Это все имеет свои объективные и субъективные объяснения. Пока еще, к сожалению, не удалось реализовать всех намеченных планов, но если характеризовать экономику по основным экономическим показателям в сравнении с прошлыми периодами в динамике, то все ключевые показатели экономические говорят о том, что у нас идет стабильный поступательный рост во всех направлениях. Это и рост товарооборота Республики Абхазия с внешним миром, это рост экспорта. Только отношение 2014 к 2015 году рост составил более 55%, отношение 2015 к 2016 плюс еще 50%.
Это, безусловно, рост предпринимательской активности, большее количество предпринимателей, участвующих во внешнеэкономической деятельности, и большее число зарегистрированных и уплачивающих налогоплательщиков. Эти все данные, они открыты, и мы можем спорить по ним и обсуждать их в любое удобное время. Абсолютно это все есть на всех сайтах официальных. Абхазия имела внешний и внутренний долг больше 3,5 миллиарда рублей. Это только долги, которые накопились перед заемщиками в лице Российской Федерации, вернее, перед кредиторами. Вот это железнодорожный кредит, который мы с вами обсуждали. Только за эти 2 года нам удалось собственными силами денег наших налогоплательщиков заплатить по вот этим всем долгам более 800 миллионов рублей. Вот только в текущем году мы заплатили более 500 миллионов. Это железнодорожный кредит и субординированный кредит. И другие долги по сельхозпроизводителям, перед строителями и так далее. Все это, конечно, с одной стороны, показатель того, что насколько эффективная проводилась политика, в кавычках, за последние периоды. С другой стороны, показатель того, что если бы у нас не было бы развития, если бы у нас не было бы экономики, каким образом бы мы заплатили бы эти деньги. Это колоссальные деньги, хочу вам обратить ваше внимание, для нашей республики. И каким образом бы нам удалось это все заплатить, если бы был бы провал экономической политики, если бы у нас в экономике был бы крах. Президент с первого дня говорит о том, что необходимо поддерживать реальный сектор экономики. И все возможное мы делаем. Конечно, если бы нам не приходилось оплачивать все эти долги, вдумайтесь, о каких суммах идет речь, мы эти все деньги направили бы на реальный сектор экономики. И вдумайтесь, и подумайте, сколько можно было предприятий построить, скольким людям можно было помочь. Если сравнивать с программой кредитования, которую мы реализовали в 2015 году, это порядка 200 миллионов, всего 200 миллионов. Почему всего? Потому что этого недостаточно, крайне недостаточно. Но других пока просто возможностей у государства нет. Было создано несколько сот новых рабочих мест, только благодаря вот 200. А если было бы еще плюс 800, то вы представьте, в скольких очагах появился бы достаток. Поэтому, когда даются оценки текущей экономической ситуации со стороны, я сейчас не имею в виду там, партию Амцахара и какую-то политическую силу, я конкретно имею в виду бывших чиновников, которые в экономическом направлении работали все эти годы, сегодня они критикуют экономическую политику государства. И при этом хочу отдельно отметить, что ответственность за те проблемы, которые есть сегодня в нашем государстве, в нашей экономике, непосредственно лежит на этих людях, которые подписывали кредитные соглашения на несколько миллиардов рублей, значит, не имея никакого экономического обоснования. Кредитное соглашение на 2 миллиарда рублей подписывать, не имея никакого экономического обоснования, не имея модели, как возвращать эти деньги. И вот мы сегодня имеем последствия тех непродуманных шагов. Поэтому я бы хотел обратиться, пользуясь случаем, к этим людям и попросить их перестать заниматься вот этими пустыми обвинениями, ничем не обоснованными в адрес руководства и в адрес нашей страны, экономической ситуации. Поэтому и, пользуясь случаем, еще хотел бы сказать, если у этих людей есть какие-то основания и данные, которые подтверждают резкий спад в любом месте, я готов встретиться,
пускай будут подтверждающие вот такому критическому состоянию нашей экономики цифры, я готов обсуждать. Конечно, далеко от совершенства. Я не идеализирую то, что происходит там за последние 2 года по сравнению с тем, что было раньше. Раньше тоже много чего было сделано. Это как раз та платформа, на которой мы двигаемся дальше. Президент в своем выступлении не так давно говорил об этом, что мы должны продолжать все хорошее, что было начато. Оппозиция убеждена, что в государстве регрессируют экономические процессы, неизысканные внутренние ресурсы, не налажено эффективное экономическое сотрудничество с Российской Федерацией. Между тем, по словам председателя Национального банка Абхазии Беслана Барателя, банковская система страны успешно развивается. Банковская система Абхазии переживает сегодня нелегкий период, но активно развивается. Вот уже 2-й год Банк Абхазии проводит политику по оздоровлению банковской системы. Если в 2014 году из 8 коммерческих банков только 3 были положительными, остальные 5 в убытке, из которых 2 банка находились на грани отзыва лицензии, то сегодня ситуация меняется. Банк Абхазии столкнулся с тем, что Сберегательный банк Абхазии, главный банк страны, накопил убытки за 5 лет в районе 400 миллионов рублей. Невозврат кредитов по системе составлял более 1 миллиарда рублей. И Банк Абхазии подошел к этапу возврата субординированного кредита в 700 миллионов рублей. И все эти задачи стояли перед Банком Абхазии 2 года назад. За 2015 и 2016 год удается преодолевать некоторые проблемы, которые стояли перед Банком Абхазии. Так, например, по итогам этого года из 8 коммерческих банков уже 6 банков вышли в зону прибыли, хотя 2 банка до сих пор остаются убыточными. Идет активная работа по возврату кредитов. За этот период из суммы более миллиарда рублей 360 миллионов рублей проблемных кредитов вернулось в систему. И в целях оздоровления экономики банковской системы Банк Абхазии расширил свой кредитный портфель на 600-700 миллионов рублей. И на сегодняшний день, с учетом кредитов Банка Абхазии, банковская система предоставила экономике кредитов на сумму 3,8 миллиарда рублей, что, естественно, оживило банковскую систему. В 2015 году Банком Абхазии началась активная работа по оживлению национальной платежной системы АПРА. Если в начале 2015 года в Абхазии насчитывалось 1700 человек, держателей карт АПРА, то по последним данным сегодня в Абхазии более 50 тысяч человек являются держателями карт АПРА. Это главным образом пенсионеры и бюджетники, которые получают заработные платы и пенсии на счета. Это позволило, кстати, устранить очереди при получении пенсии. И благодаря этому проекту Банк Абхазии активно стал заниматься разработкой новых программ. Так, в прошлом году была разработана программа среднего и малого предпринимательства. На эти цели было выделено 200 миллионов рублей. И по реализации этой программы 149 проектов было профинансировано. Это в том числе проекты в сфере торговли, производства, оказания услуг и сельского хозяйства. Но учитывая то, что ресурсы, которыми располагает Банк Абхазии, достаточно маленькие, и мы, к сожалению, не можем удовлетворить потребности населения в кредитах, а потребности оцениваются в десятки миллиардов рублей. Безусловно, Банк Абхазии не может похвастаться тем, что мы можем предоставить кредиты всем желающим гражданам Абхазии. Но, тем не менее, стараясь удовлетворить потребности и сделать кредиты более доступными, не так, чтобы получали их только 5-10 крупных предпринимателей, а население страны, мы как раз-таки разработали в этом году программу кредитования предпринимателей. И на эти цели Банком Абхазии выделено 300 миллионов рублей. То есть эта программа рассчитана на тех граждан Абхазии, которые получают заработную плату и пенсии на карточки АПРА. И 2 банка, это Сберегательный банк Абхазии, Сухумбанк, активно участвуют в этой программе. К сегодняшнему дню более 2000 человек
Это на самом деле большое количество. Более 2000 человек получило кредиты под заработную плату и под пенсии. Ну, размер кредита индивидуален, зависит от размера зарплаты. В районе 6 размеров заработной платы. Банк Абхазии активно ведет работу с НСПК, с Российской национальной платежной системой. Мы уже находимся на этапе завершения работ по интеграции, и уже в скором времени наши граждане смогут пользоваться карточками АПРА за пределами Абхазии, то есть в Российской Федерации. Говоря о финансовых возможностях страны, вице-премьер правительства Дмитрий Сериков отметил, задолженности у государства перед бюджетниками нет. На самом деле все произошедшие заявления со стороны многих политических лидеров, со стороны социального сообщества в фейсбуках не совсем соответствует действительности, о чем говорят люди. Потому что ситуация, да, сложная, всем хорошо известно, что произошло в 2014 году, какие проблемы происходят в мировом сообществе, какие сложности у Российской Федерации. Все, наверное, хорошо знают, что в Российской Федерации произошло сокращение бюджета на 10-15% в прошлом году, и в этом году были секвестированы средства. При этом со стороны Российской Федерации в адрес Республики Абхазия вся обещанная помощь, которая предполагалась, практически происходит в онлайне и без каких-либо задержек, и без секвестирования, которых многие предполагали, которые должны были быть. Это на самом деле не все совсем так плохо, как люди говорят. Ситуация тяжелая, она не то что тяжелая, она непростая, потому что мировой кризис затрагивает все страны мира. И мы, находясь в этом сообществе, тоже не можем оказаться неудел, поэтому в какой-то степени это касается нас. Все прекрасно видят, что происходит и определенный рост цен в магазинах, различные товары, и не только у нас, но и в Российской Федерации. Связано это в первую очередь, конечно, с ростом курса, связано это с падением стоимости нефти. Соответственно, все это влияет на курс рубля, в зоне, в которой мы находимся. Но если сравнивать, допустим, то, что происходит в Республике Абхазия с той же самой Российской Федерацией или с другими странами постсоветского пространства, то у нас ситуация не совсем такая уж плохая, как ее пытаются представить. Опять же, практически во всех странах постсоветского пространства произошло снижение доходов. В нашей же стране за протяжении последних 2 лет ежегодно происходит устойчивый стабильный рост доходов государственного бюджета. Хотелось бы еще дополнить одну ситуацию, что, к сожалению, в начале, когда мы вошли в 2016 год, у нас на 1 января 2016 года образовалась определенная задолженность по зарплатам перед нашими бюджетниками, которая была объявлена повышенной в 2015 году. Соответственно, на 1 января текущего года наша задолженность перед бюджетниками составляла более 200 миллионов рублей, порядка 230. При этом в первую декаду сентября вся эта сумма по всем обязательствам, по всем нашим бюджетным сферам была полностью регулирована и полностью была выплачена. Отдельно бы хотелось еще добавить, что, опять же, привести несколько цифр, чтобы люди понимали, какой уровень зарплат и какой уровень доходов, вернее, какая доля из расходов государственного бюджета идет на зарплаты. Я бы хотел, чтобы люди понимали, какие средства идут на заработные платы. То, к примеру, в 2014 году выплата зарплаты в государственном бюджете, то бишь это на республиканском уровне и на государственном, была порядка 2 миллиардов 400 миллионов. В 2015 году эта сумма возросла до 2 миллиардов 765 миллионов. В 2016 же году на эти цели, с учетом 1,5 месяцев, которые остались, на эти цели будет выплачено порядка 3 миллиардов 400 миллионов рублей, что соответствует приросту относительно прошлого года практически на 600-700 миллионов рублей. Людям будет выплачена зарплата больше. И самое главное, да, что на наш взгляд является приоритетной задачей любого государства, это отсутствие каких-либо задолженностей именно по этой части, по зарплате и по социальным обязательствам, по выплатам. На данный момент никаких просроченных задолженностей со стороны государства нет. Все зарплаты осуществляются вовремя, выплаты зарплаты месяц в месяц. Президент Рауль Хаджимба не раз заявлял о том, что власть готова к конструктивному диалогу с оппозицией. Но, похоже, этот призыв пока игнорируется. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.